Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня мы покажем вам счастливые очередные истории с приветами из дома. Молодой мальчишка Кант. С ним мы познакомились в ноябре прошлого года при печальных обстоятельствах. Наша волонтер увидела бьющегося в судорогах собаку. Что это было, мы не знаем до сих пор. То ли это было отравление, то ли приступ эпилепсии. Канта мы забрали на передержку. Сначала в Якутске, затем в самолет и передержка в Москве. Приступов больше не было. А вскоре Канту нашлась семья, и парень поехал в семью Екатерины в Тамбовскую область. Скажи, мы не играем с такими игрушками. Давай. Молодец! Так, дай маме розочку. Санта, давай еще раз. Умница! Ты моя зайка. Молодец. Молодец. Вот такой. Так. Давай еще раз. Так, послушай, отдай. Так, девочки, мальчики, играем. Опа! Да. И что это за мельница? Что это такое? Вот, Няша, правильно. Молодец. Канта у меня нету. Вон Гастуша принес. Молодец. Да. Молодец. Кантуся, ну так забирай. Чего, надо забирать. Вон, смотри, Кантуся. Смотри. Ну. Нет. Сейчас вот до сих пор пропаиваем его бифидум бактерином. Теперь уже 3-й корм будем пробовать гипоаллергенный. Вот, поэтому решаем по степени поступления, как говорится, проблемы. Вот, что еще? Играть, пробуем с ним
и к игрушкам его приучать. Ну, потихоньку, вроде бы как интерес какой-то у него проявляется, но, конечно, в меньшей степени, нежели просто прогулки, нежели просто улицы. По поводу еще питания, тоже он нам тут открыл ноу-хау, что он у нас товарищ натурал рыжий, от кончиков когтей до кончика носа. Питаемся мы, оказывается, мышами. То есть его охота за белыми попками — это одно, а то, что он по мышкам специалист, это совершенно другое. То есть когда муж однажды вышел с ним погулять, приходит с квадратными глазами и заявляет мне, что, оказывается, наш Кант мышей ест. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, в смысле, он сейчас быстренько кинулся в сугроб, достал оттуда мышь и схомякал у меня ее на глазах. Вот. Сама не особо поверила, но буквально вот на днях тут тоже он нам учудил уже со мной. Точно так же кинулся в сугроб, быстренько там носом порылся, достал оттуда огромную мышь и с удовольствием прямо у меня на глазах ее схомячил. Забрать у него ее я так и не смогла. Очень переживаем, что настанет весна, мыши тоже начнут по участку ползать, а он у нас, раз такой охотник, шикарный, кошек не надо. Так что вот такие наши дела, наши новости. Парень наш Кантик явно доминантный. Он не очень-то любит мелких собачек, да и кошек хозяйских. И по приезду в семью как-то не совсем сложились у него отношения. Но с ним занимаются, много гуляют, любят. И малыш учится жить по-новому. Мы желаем ему всех собачьих прелестей жизни, долгих лет жизни и счастья в семье Екатерины. Пусть малыш никогда не вспоминает ту жуткую бездомную жизнь в Якутске, которую он прошел. Я благодарю Екатерину и ее мужа за очень серьезное, ответственное отношение к усыновлению нашего питомца. Всем желаю здоровья и счастья. Маленький щенок Фокси, которого мы заметили в подъезде якутского дома. Ее история затронула всех. Малышка ютилась в подъезде. Шансов выжить у нее было мало. Она плакала по ночам. Забрали мы ее, привезли в Москву, обследовали и нашли Фокси квартирную прекрасную передержку. Наталья, передержка Фокси, приютила ее в тесноте да не в обиде. Небольшая квартира, но они смогли так полюбить нашу девчушку, что не захотели с ней расстаться. И в начале года они сказали мне, что они хотят ее оставить себе, что ее надо снять с пиара. Наша малышка обрела дом, обрела семью, живет в любви, счастлива. Пожелаем долгих лет жизни нашей малышки и всей дружной семье Натальи.
Мамку породы самоед мы забрали из ППЖ с 4 щенками, привезли в Москву. Всю семью забрала к себе наша волонтер Татьяна. Вскоре одному малышу нашлась семья. Мы дома, но мы плачем. Да, Белка? Мы все время плачем почти. Нету нашей сестрички. Привыкнешь, да, привыкнешь. Здесь твой дом. Да, легла отдыхать. Не бегает, не ищет хоть никого, но скулит. Но я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Троих пришлось забрать из-за перегруженности Татьяны и искать им дом уже в Москве. И вот еще один пристроенный в добрые руки щенок-самоедика.